Эх, Андрей, Андрей, да чего ж ты дожил? Да чего ж достукался? Ни раздолья тебе, ни жазлов, ни путевок. Стой и бей со своей кукушкой-свистушкой. Чакай гнилых шпал, платформу отвезешь за полсотни сажнев. Не житё, а масленка мазутная. И не пары тебе подать, а не полный ход, ни тебе семафоры крылатые, а не версты, а не рейки блескучие, что миготять, сокотять под гремучими колами. Так, братья Андрей, сяди теперь и не рыпайся. А чему? Тому слабые мы стали, а виной усему годы точать подшипники. Не разгонишься теперь, не разъедешься. А иначе кажучи, старость не радость. Баста, годе ад'ездзіўся. Так разважае часам з сабою стары машиніст Андрей Сапун. Палавіну свайго жыцця вадзіў ён кур'ерскія цягнікі, меў славу адважнага машиніста, і звалі яго тады не Андрей Сапун, а Андрей Лятун, бо яго цягнікі не хадзілі, а лёталі. А цяпер на кукушцы, Андрей, старость, немач. Вочы сталі нязоркія, вушы нячуткія, слабая рука трасецца на рэгулятары. Не чуе панчоха старая. Да хоть ты ему свищи, не свищи. Пайсти подштурхнуть хіба? Заснул мо? Я тебе зараз, Андрейка, свисну. Ай, кап тебе плихати крижавіна, уже я тебе покажу, як над вухом гугнеть, людей непокоїть. Чи ти? Коли-небудь попадешься, гатик, прищемлю буферам, як жабу, и не писнешь. Кукушкой прищемишь, а? Кукушка, кукушка, тьфу на тебе. Куда ехать? Айда на 4-ю путь. Прицепка вагонов. Ну? Что ну? До транзитного, груженные. Ну, подбаву свой самограй пары. Ну, это уже моя справа. Змазал бы хоть, ну, уши поскрипишь. А вот я уже коли-нибудь их смажу. Ну и смажу. Вместе живого на тебе не покину. Ну, годи, ну чего там? Ну, погляди, куда ехать. Андрей, а бывало ж, подлететь до станции с такой пыхою, с такой смелостью. Стрелочники закрывают очи, коли проносятся шаленые вагоны, не меньше шаленого тягника. Вихром подлетал до станции. Да. А теперь вот
Ползи, черепаха старая. Иди ты к черту! Ну, Толькі ўжо год працуюць разам стары машыніст і сцэпшчык. Много рэек пасцёрлася за доўгія гады. Тысячы буксаў перагарэлі, паз'езджаны сотні паравозаў, а чалавечае жыццё крэмень. Ні ему сонца, ні золь, ні вятры, ні завеі. Чалавек жывучы, а дружба яшчэ больш жывучая. Ай, Иван, ну ты иди ты к черту, чего ты... Можна падумаць, Ой, што Иван, стары Иван. машыніст і сцэпшчык заклятыя ворагі. Але гэта далёка не так. Гляди, раздавлюсь, тиражися об тебе. Раздавлю. Чего то убрось, стисну. Ненацку ты блинец затримаешься. Эх, Иване, Иване, не той уже строю тебе. Тебе ж не 20 год. Ой, ну отойди, кажу, ну. Ну. Ну, ось і все. Ага, о, все. Шабаш. Пора вечерять. А? І сапраўды, пора. Ну, покуль дровы гарать, наливай чайник, а я сало зараз поставлю. Ну, добре, добре. Ну, ось. Хай кипіть. От неспокойный элемент гэтае сало, а? Да чего сперчить, а? Да чего это верашчить? Вот Нібы той начальник станции, а? Правда. А пахне як. Аж у голове кружится, дай бог. О, гляди, Андрей, а? Ай-яй, стрелочник водить носом. Так само чуя. О, гляди, сюда иди, а? Иди сюда. Здорово, Остап. Здорово! Иди сюда, Остап, иди, братка, иди. Давай руку. Давай, ну. Вот то спокуса якая, а? Даруй же ты мне, Боже. Ну, вечером би где-нибудь у хаті. А то на тобі запреться на паровоз і починає яєчню ладити, а? Пах. Я вже до хати збирався, але ж бачиш, що... Пах от сала непокоїть не тільки стрелочника. Ось некалькі ремонтних рабочих, які ночують звичайно летом на станції, так само, як по команді, повели носами і уторопилися на паровоз. У гості до Андрея збирається целая евро молоді. Андрей смачно вечеряє і частує своїх гостей. Калілазко, хлопці. Калілазко. Чаю, сала, копить. Старая бач, якую торбу наложила мне. Дякую тобі. Дякую, Андрей. А ви ешьте. А потім вже будете дякувати. Молоко і не шкодить. А ти, Антон, ти чого кривишся, а? А у його же там зуб болить. Болить, как на його нарад. Ну, так дайте, бо я погляжу. Мог би нічого. Ну, отвяжися, гультай. От і роботяга знайшовся, а? Пацук ти, лінійний, хто ти? З ким ти розмовляєш? Я стрелочник, а ти? Ну, хто ти? Я ремонт. От я тебе питаю, хто? Ремонтний. Ключ ти гаєчний. Фу ти. Бывайте. Ай, забивайте. Иди. Дома тебе жонка еще подсыпля. Роз'юшився.
Ось так ось завсюди ми, а? За дробість, за глупство і у сварку. Навошта ж свариться? Та хіба ж ви серйозно, дядько Андрей? Та хто ж виноват, що він жартів не розуміє? Розуміє жарт. А ось подумав би часом. От ти, скажем, стрелочник. На стрелках стоїш, пильнуєш стрелки свої. А ось ти ремонтний. Тобі рейки і шпали. Ну, я машиніст, по рейках ходжу, з їх не зворочую. І виходить. Усе ми пани однолькові. Усе ми по рейках ходим, живем на їх. Без їх не можем. И померти на вот коли рейк доведется. А мой на рейках. Ну что я, хлопцы, неправду кажу, а? А чому неправду, чому? Не, братки, навошта ж гэты сварки, а? Так по-сапраўднаму ж ніхто не сварыўся. Так завядуцца. Ты что это вы, хлопцы, зусім носы повесили, а? На вас смутку я ці что, а? Ой, ну і сапраўды. Антон, Да. Иван, Филипп, ну что вы, як не живые? Ну, зуб шевелитеся. Илюка, бери гармоник, думаешь, что-нибудь такое, как ноги сами заходили, а? А, правильно. Это Ковтун со своим Щукинским. А его паровоза голос за 20 верст чувать. Это не моя кукушка. А? Носится, як ветер. Не шкадує машини. За сина помсту має. За сина злує на машину. За сына? Ага. А что такое было? Ой, дядечка, расскажите, Галина. Андрея просите, хай ён расскажет. Ён лепш за мяне ведае, у чым справа. Скажи, Андрей. Что вы, хлопцы, ну добро. Давно это уже было. Водил я паровозы с Ковтуновым сыном Петрусем. А ой, кошагар был отменный. О, молодый, а руки, что ты кочерги железные. Пару нагонял в момент. О. Да не только пару. Усю машину ему доручить было можно. А? Тому мел хлопец здольность на все. Ну и доступность. Ой, вышел бы з его машинист на славу. Да лёс, братки, от его не утечешь. И на рейках наш лёс. Так всю дорогу и бежит за тобой по рейках. Отстать боится. У 8 справа была. Вели мы ночью тягник с Петрусем. Долгий тягник был и груженный. Пам'ятаю, жартував з Петрусем я, кипів над їм. Тихутка на весілля покличе. І чому так марудить? А признаться, добрая дівчина була у його. Не дівчина, любость одна. Коса, о якая. А в очі, як огні на далекім путі. Кличут тебе, вабять. Подъедь ближе, подойди, подивися. І коли думав я про Петруся і його коханку, так ведаете, ног не чув под собой. И так это легко было вести паровоз. Так вось ехали мы. Я стоял ля окенца, а Петрусь подкидал в уголе и тихонько спевал. От песни завсёды сум на сердце, ну и жаль, мо об тым, что жонка далёка, ну мо об тым, что
Молодость пролетела без путевок и станций. Этак зайздростячи счастью закаханых, успомнил я, песочницы у меня несправные. Вышел с будки, как проверить. И только ступил я крок, а мой два, як раптом, ніби хто подхопил меня под руки и кинул вперед. Кольки летел, кольки лежал, не памятаю. Коли очухался и озернулся, то убачив, что паровоз мой и вагоны тырчать куды который. А інший дик просто у трески. Ой. Я живий застався, а ось Петрусь загинув. Такий лёс, кому як. Ці думав, ці гадав Петрусь про гэта. І што б са мной было, калі б не песочницы гэтыя самыя. І трэба ж было час выбраць. Бывае вот так. А много вы, мусить, дядька Андрей, и людей порезали на своим веку? Дурных машина порезала, а не я. Попытайтесь у паровозов, яны лепш ведаюць. А мне что? Навошта это людей резать? Я вось вылечил некоторых. Что? Так это вось іншая справа. Як это вылечил? А вось и вылечил. И ничем іншим, як паровозом. Ой, паровозом. Так. Рамонщика Савку ведаете, а? Ну, так это ж Текли наши мужи. Текли, ці гэта так? Ну так, хлопчики, так. Ну так что вам рассказать? Ну все ж вы бачили и ведали моего Савку. Ну вось, был мой Савка некалі кульгавым крыху. Дык вось, дякую Андрею, вылечил. Мужик стал як мужик. Наехал ён аднойчы на яго. Паровозом? Так, паровозом. Ну. И живы застался? Это не может быть. Что не может? Ну что не может? Ты ж ты не бачила моего Савку, усе ж вы бачили Савку. Вы ж повинны ведать. А, лишь паровозом? Ой, померьте можно. Паровозом, ну. Спочатку я тое самое ж думал. А спынили тягнік, ды поглядели, дык Савка лежит целюсенький. Белый только и не ворушится. Стукнула я у крыху, да и у самую тую кульгавую ногу. Ага, тую. Стукнула и откинула. Ну, ногу выправила. Выправила, ей-богу, правда. Лежал крыху в больнице и пошел не кульгаючи был. Так и пойшов. А вы кажете, решем. Ось бачите, и вы лечили, дядька Андрей, а вы, я говорю. Ну, заспевайте еще, коли ласка. Надто уже добро у вас отрыгливается. Да и вам не сумно будет, а? А мы и так не сумуем, дядюшка. А заспеваем с охотой. Давайте, хлопцы. Да не, Марика, ты уже лепей одна. Ми так само послухаємо, одна заспіває. Мари. Ну, не хочете, як хочете. Коли ласка, слухайте. Ну, Филиппка, давай. Ой, ты, Нюман, родный, сердцу дорогий, ты плывешь привольно, распали луги.
Малайчина, Марійка, малайчина. Вельми добра. Судовна. Дядечка, хлопцы кажут, что вы неколи бандитов на своем тягняку привезли. Ага, дядечка, расскажи, дядечка, расскажи, Тихо, ну, дядечка. Я проспевала, коли меня просили. А зараз я вас прошу. Расскажите нам об этом колелазе. Расскажите. Объехала. Ой, девка, ну и хитрая, бачите, як під'їхала. Ну, добре, слухайте. Було це, братки, у 20-м годі. Вёл я однойчі пасажирський тягник. От я зараз помню. Ночь была, ну, хоть ты в око кали. И только это мы переезжаем Кривонинский мост, як раптом бачу я упереди агентчик метуситься. І каб який-небудь там, дик не, самый ж ты не на ёсть червоный. Притишаю ход, подъезжаем. Агентчик метусится. О, бачу, что справа серьезная. И спыняю тягник. И только это я голову у окенца высунул, тут мне дуло под нос. А на приступках уже человека со два. И у полной, это значит, с амуниции, да стрельбы, бомбы разные понавеш. Ну, все як след. Правда, не было мне там часу приглядаться особливо, бо іншим клопотом голова была занята. Забьют, думаю, не помилуют. А по вагонах чую крик, колотня. Остался с нами на паровозе один вартовый только. Усе с тягником расправляются, по вагонах шнырой. А паровоз у меня, як конь стоянный, дрожит под парою, чмыхая носом. Да и у меня сердце усходилося, ну не стрымать. И жаль тут узял. Зірнув я гэта скоса на вартового. А сопляк нейкий, да еще с ліхтаром червоным. И злость меня разобрала. И не тое, каб на яго, а головне за тое, что погонь такая, ліхтар червоный трымает. Да еще тобой командует. Ни за что, ни про что машину в пути в простой угоняя, а? А вартовый гэты самый, узявшийся за поручни и нахилившийся с паровоза, глядить устяж вагонов. Нетерпячка человеку. Ну, не ведаю, як тут вийшло. Товханув я його ногой, ти просто поміж лопаток этому самому вартовому, а рукой на регулятор. Де без усякого сигналу, як тарганув перед, де повний ход. Да як поехали, да як полетели. Ну, ничегусеньки не чувать, что там по вагонах деется. Открыл я гудок, закатил тревогу. Выбегла вся варта на станцию, все начальство. Подъезжаю. И что бы вы думали? Ну. Варте уже робить было нема чего. Коли я тарганул поезд, пассажиры скемели чим справа, ды за каўнер, ды за зброю. Усіх схапили. Ай, потехи ж было пасля. Я думаю. Це не так по нас, а? Ён обером працаваў тады. Ось чому тільки ти за білети не взяв тоді з этой, без білетиків этих самих, а? Ну, чому? А ти чому, не маючи ніякого права, без моего свистка кранатися з місця? Шалений ход почав. Чому? Чому? Не дочекався я твоєго свистку? Не дочекався. Ага. Певно, згубив ти свисток, коли під лавку у вагоні ховався. Видумав я ще. Сміхотті, братки, було. Ну, а після праз некалькі месяцев, ну, мне и орден этой червоный дали. Дядечка Андрей, Ну. а мо и про бронетягник расскажете? Не, годі, другим разом уже. А теперь спать. Бо и у меня уже кости ныти. Позяхается ж,
Ой, здається, проглянув би і кукушку свою. До того ж спать охота. А? Ну, веди, вам час уже. Небось, завтра о 6 годині на путь, а? Ну, так треба ж вилежаться криху, а то і штопка з рук вивалиться, коли не виспаться. Да что вы, дядька, как у нас да вывалилось. Оно і сапраўды. Ці ж мне равняться з вами. Коли б то мне ваші годи, ну, здається, плячом паровоз з депо виштовхнув. Старые, братки, що год, то горш. Але не шкода, своє одгуляв, своє одмазолів. Ну, бувайте, хлопці, бувайте. Дякуємо, дядь. Добрий вам дощ. Вам так само. Бувайте. Бывайте здорово. Пошли, Иван. Пошли, Андрей, пошли. А ў нядзелю Андрэй едзе да сваёй жонкі. І заўсёды ён садзіцца да якога-небудзь знаёмага машыніста на пасажырскі паравоз. Іначай не можа. Душа не приймає. Ці ж можна мені їхати у вагоні? Занудишся там, змарнієш. Ну, залазь, дядька Андрей. Дякую, дякую. Так, сядай ось сюди, коли ласка. Не, родненький голубочек. Дай же я проведу криху. Ну, коли ласка, дядька Андрей. Дрыжачей рукой натиская Андрей на блескучий регулятор, напруживается сам, як могутный паровоз, и радостно прислуховывается, як хлипая горячая пара у широких паровозных трубах, як ляскочуть усё шибчей, шибчей гарэзныя высокие колы паровоза, як пыхкая пар з-под блескучих горячих поршнев цилиндра. И, перагнувшись у окенца, широкими грудьми удыхая Андрей пах полыну и мазуты, мерно кивается на сиденье и у такт усяму дрыжачему паровозному телу приговаривает часом. И летим же ж, братки, летим, догоняй, не догонишь.